Ассаламу алейкум, приветствую вас, наш дорогой пациент. Спасибо вам, что нас выбрали, и поздравляю, что у вас прошла очень удачная операция. Теперь объясняю, что надо делать после пересадки волос. Самое главное, первое, нельзя после операции спать 10 часов. Например, если вашу операцию закончили в 5 часов вечера, тогда до 3 часа утра нельзя будет спать. Почему? Делается микролунки, туда пересаживается граф, и первые 10 часов вот этот граф ничего не держит. За 10 часов кожа заживляет и держит граф. До 10 часов что-то сюда коснется, он с места выйдет, а уже обратно не засунем. Поэтому голову держим ровно и 10 часов смотрим хорошие фильмы. Сегодня и завтра дома отдыхайте. Послезавтра, после обеда желательно, снимаем вот эту повязку в голове. Как он снимается, видео вам отправят на WhatsApp. Сейчас рассказываю про это видео. Первое. Из 2 слоев состоит ваша повязка. Сначала убираем первый слой. Потом с любым шампунем, до этого каким вы пользовались, на руке делаем пенку и наносим на пересаженную часть. Потом умываем вот эту пену осторожным движением руки, теплой водой и маленьким напором. Вторую повязку замачиваем минимум 5 минут. Потому что там кровь засыхает, и его больно будет снимать, если его не замочить. Замочили вторую часть, аккуратненько снимаем, еще раз делаем на руке пенку и наносим заднюю часть. Потом его тоже умываем теплой водой и маленьким напором. Третье. Как умыли, после этого сушим с полотенцем очень аккуратно. Как обычно, его не вытираем, а просто сверху полотенце нажимаем и сушим. И заднюю часть, откуда сняли, наносим мазь. Вот этот мазь вам дается. Как раз он хватит вам на 7-10 дней. Повязку один раз убрали, второй раз повязка уже не нужна. Но после снятия повязки в течение 10 дней надо каждый день голову умывать, как показано в видео. И заднюю часть надо намазать вот этот мазь. Внутри маза есть 2 таблетки. Это мочегонные. Одну из них выпейте сегодня. Домой приедете, обязательно надо покушать. После этого одну таблетку выпейте. Вторую завтра после обеда. Это мочегонные, поэтому в туалет будете ходить много. Поэтому это надо дома выпить, чтобы всегда рядом туалет был. С этими таблетками с организма выводится 70% лекарственных веществ вместе с мочой. Теперь объясняю, как после пересадки волос выходят волосы. После пересадки первый месяц с графта растут волосы, так как внутри есть питание. Вот это питание хватает ровно на 20-30 дней. Поэтому 20-30 дней растут волосы, вы их увидите, почувствуете, порадуетесь, что они вышли. Потом, через месяц внутри графта заканчивается питание, и вот этот волосок выбрасывается. И этим сам графт остается под кожей. И этим графтом должен прийти капилляры, чтобы его кровоснабжать. Вот эти капилляры у кого-то приходят за 3 месяца, у кого-то за 4 месяца. То есть, первый месяц растут волосы, потом они выпадают, и 3-4 месяца ничего не растет. После 3-4 месяцев заново начнут выходить волосы. Поэтому наберитесь большим терпением, в этом деле торопиться нельзя. После пересадки вам дадут вот такое консультативное заключение. Это что такое? Как снимаете повязку через 2 дня, одевайте головной убор, шапку, кепку и спускайтесь в аптеку с этим консультативным заключением. Здесь есть таблетки, которые вам надо обязательно купить. Эти таблетки какие? Первые таблетки называются финастерид. Они в аптеках стоят от 300 рублей до 400 рублей. Сразу берем 2 пачки, чтобы нам на 4 месяца хватало. Их принимаем каждый день по пол таблетки. Они сами маленькие, обязательно надо разделить и только половинку пить. После еды, желательно после завтрака. В течение 4 месяцев. Второе. Витамины Salgar, Skin, Nails, Hair. Их принимаем по одной таблетке после еды всего 2 месяца. И третье, у вас в пункте написано плазмотерапия 1 раз в месяц в течение 5 месяцев. Это что такое?
Это в аптеке не продается, это можно сделать или в наших клиниках, или рядом дома, если найдете косметологическую клинику, там тоже можно сделать. С вены берется кровь, в специальном пробирке и специальном аппарате готовится плазма, и вот эта плазма колется на пересаженные места. Первую плазму вы делаете ровно через месяц после пересадки. Если к нам приедете, первая плазма у нас бесплатно, со второго раза стоит у нас 2000 рублей. Так что каждый день после 13:00 в любую клинику можете нашу приехать на плазмотерапию. Есть некоторые ограничения после пересадки волос. Первое. После пересадки волос первые 3 дня нельзя сигареты, алкоголь, интимная жизнь и никотиносодержащие. Второе. Первый месяц нельзя спортзал, так как нельзя сильно потеть. И третье. 3 месяца нельзя сауна, баня и бассейн. После снятия повязки ждем 2 часа, чтобы вот этот мазь засох. После этого можно одевать шапку, кепку, без разницы, но самое главное, до их одевания их надо обязательно постирать. Как повязку снимете, на следующий день будут отеки в лобной части, а еще через день будут отеки под глазами. Бояться ничего не стоит, это так и должно быть, максимум за 2-3 дня это все пройдет. Вас поздравляю с хорошим решением, теперь ждем мощных результатов. Хорошего дня вам!